Феникс не случайным. Название сродни истории мифической греческой птицы. По легенде, та умерла в огне, но возродилась из пепла. И Дом культуры Чиньяворки сгорал уже трижды, но словно феникс отстраивался вновь. Последний раз огонь уничтожил оборудование и книжный фонд. Но то были деревянные постройки, этот же бетон и сталь. Фундамент был заложен в ноябре 2019 года. И вот получается, вот уже должны были мы сдать еще в апреле. Но в связи с пандемией все это затянулось. Вот сейчас при ослаблении строгих мер мы решили все-таки уже закончить это все. Поселок небольшой, проживает около 1000 человек, а потому все друг друга знают, праздники все вместе отмечают. Поэтому так дружно и защищали проект Дома культуры, когда обсуждали с местными чиновниками, что необходимо в поселке в первую очередь. Для меня очень радостно, что сегодняшний социокультурный центр, как долгожданный ребенок, появляется, потому что ведь это ответ на ваши просьбы и на ваши желания. И самое главное, что в нем, в этом центре, уже есть ваша работа и ваш труд. Потому что еще до него вы занимались творчеством, вы работали на сцене, вы собирались вместе. И этот новый дом, конечно же, совершенно по-другому, в новом качестве все это расцветит. Центр построили в рамках соглашения о социальном партнерстве. В Чиньяворке в основном проживают работники недородобывающих компаний. Сюда приходит наша железная дорога с нашим бокситом, который мы везем с нашего прекрасного рудника. И я уверен в том, что социально ответственная компания должна вкладывать свои инвестиции не только в промышленные объекты, не только в расширение своего производства, обновление, улучшение, но также и заниматься улучшением жизни своих людей, кто работает с нами, наших коллег, их семей, их друзей, их соседей. И мне очень хочется, чтобы качество жизни в этом поселке стало лучше. Центр построили по типовому проекту, поэтому тратиться на архитектурные расчеты не пришлось. В одном месте будут концертный зал, помещения под кружки, библиотека. Уже типовой проект, так как мы построили по этому проекту объект в селе Почери, в Ухтыльском районе. Это уже второй подобный проект. И еще два подобных мы введем в этом году в селе Усть-Ухта в Сосногорском районе и в деревне Горьковской в Сысольском районе. Всего 4 объекта по этому проекту мы построим в республике. Со следующего года мы уже начинаем строить по другому проекту. Самое долгожданное для сельчан – это, конечно же, библиотека. Желающих почитать в бумажном переплете очень много. А учитывая, что все книги при пожаре сгорели, пришлось объявить сбор литературы. И многие откликнулись. Удалось закупить и новые экземпляры. Опять же, на спонсорскую помощь. В этом году мы уже целенаправленно формировали фонд по разным отраслям знаний. Но так как здесь, естественно, самые главные читатели – это юные, дети, подростки. И сейчас мы очень много книг комплектования провели для детей. То есть разные серии для детей и подростков. И если так высчитать математически, то где-то обновляемость фонда в этом году более 5% уже составляет. Пока центр начнет работу в сокращенном варианте, до тех пор, как ситуация с пандемией не улучшится. Но запись на кружки уже стартовала. И для детей, и для взрослых осталось лишь дождаться долгожданного обучения. Татьяна Супряткина, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Нижпогосский район.